дорогие подписчики YouTube-канала Ибрагим Рабах и «Аспекты Башкортостан». Приветствую вас аж на втором выпуске программы «Уроки анатомии». И сегодня у нас в гостях китаист и эксперт аналитического центра НЭС. Хотелось бы начать с такой... Издалека хотелось бы начать. Дело в том, что когда я был совсем маленький, то мне обычно нравились, когда совсем-совсем маленький, пауки, динозавры, хамелеоны и Китай. И Китай, понятно, потому что там были фильмы с Джеки Чаном и несравненный великий сериал «Китайский городовой». Собственно, у тебя так называется телеграм-канал. И в связи с этим хотелось бы, собственно, у тебя спросить, а как ты пришел к изучению Китая, и вот был ли у тебя этот интерес связан с тем же, с чем у меня там в свое время в детстве, или как-то там оттуда закрепилось, или еще что-то. Вот хотелось бы тебя послушать. Я как в том меме, где девочка кричит «Алтайский край». Вот я не Алтайский край, я Забайкальский край. Я родился в Забайкальском крае. Тогда это была Читинская область, на границе с Китаем, маленький город Борзя. Нас несколько лет назад признали худшим городом России по версии Дом РФ, и Илья Варламов приехал в Борзю. И к нашей чести сказал, что обычный город даже чистый, и потом сделал разгромный выпуск про Читу. И потом его повторил. Этим мы очень гордимся. Поэтому я, собственно, родился в 100 километрах от границы с Китаем. И Китай вошел в нашу жизнь уже в 90-е, потому что, да, давайте вернемся в 99-й год. Границы Ага. с Китаем, денег нет, работы нет. И поэтому большая часть населения ездила в Китай и зарабатывала кэмельством. Кэмелами были, верблюдами. То есть беспошлино, без уплаты каких-то взносов, они как туристы могли вывезти 50 килограммов груза, вещи, товары, техника, мебель. И потом это все переходило как раз в центральную часть России, и, собственно, пропускной пункт Манчжурия на тот момент, ну, в целом и сейчас, вот 90% всего того, что вы видели на рынках у себя в западной части России, это были мы. Это все на наших скромных, сильных плечах было переправлено через Манчжурия-Забайкальск и потом отправлено в центральную, в западную Россию. И в 99-м году я пошел в первый класс, и мама первый раз мне привезла из Китая очень красивый костюм с воротником, стоечкой, арбуз и что-то еще такое очень крутое. И через несколько лет я был вписан в паспорт мамы, в загранпаспорт, и я уже мог сам съездить в Китай вместе с ней. И тогда это было что-то невероятное. То есть, когда ты из Забайкальской глубинки приезжаешь в Китай, ты видишь здания из стекла и бетона, 30-этажные летающие лифты, и все это сверкает, сияет, музыка и огоньки, ты понимаешь, что это вау. Ты хочешь быть частью этого, ты хочешь к этому прикоснуться. И да, наверное, у меня не очень стандартный путь для молодого человека из провинции, потому что ты либо поступаешь в училище, где учат железнодорожников, что логично и прибыльно, и у тебя будет хорошая зарплата, Ага. либо ты связываешься с горно-химической промышленностью, с горной промышленностью в целом. А я подумал, что нет, я очень плохо умею в математику, не умею в физику, очень плохо с биологией, я умею русский язык, я люблю. Английский язык мне нравится, я пойду выучу иностранный язык и буду говорить, может быть, что-то буду переводить, и мне за это дадут денег. Поэтому так я оказался в Иркутске, Иркутском государственном лингвистическом университете. Там учился на регионоведении КНР 5 лет, ездил в Китай, потом продолжил обучение в Высшей школе экономики в магистратуре, потом в Лейпциге, и вот теперь я делаю аспирантуру. Поэтому здесь все очень просто. Мне просто, правда, нравился Китай. Интересно. Я еще Круто. про Китай, знаешь, так вспоминаю, что мне бабушка в детстве постоянно пугала о том, что вот, Женя, вот ты вырастешь, и в Россию обязательно захватят китайцы, что они все приедут здесь, и везде, везде, везде будет Китай. Однако прошло 30 лет, у нее прогноз был лет 50, по-моему. Прошло 30, а на мандарине мы все еще в России не разговариваем. Собственно, вот интересно, что происходит с Китаем сейчас, куда он двигается,
делается в 2026 году, когда все воюют, у всех какие-то бесконечные войны, конфликты и какая-то нестабильность, и Китай тихонечко сидит и чистит коррупцию собственно, в оборонке. И вот и интересно, а что же такое, собственно, в Китае происходит и какие причины для этого? Почему раньше не трогали, почему сейчас вот раз и резко оборонкой занялись? Несколько вопросов, и у меня есть несколько Мгм. ответов на бытовом уровне, на внутриполитическом и на внешнеполитическом уровне. Опять, если мы вернемся в прекрасный 99 год, тогда Рогозин был активным политическим деятелем, 2000-е годы, начало новых избирательных кампаний, и вот тогда началась, собственно, история с китайской угрозой, желтой угрозой. Если мы сейчас Партия поднимемся... Родина у него была Да, Да. националистическая. прекрасная партия Родина. Если мы откроем те газеты и мы откроем те предвыборные материалы, то мы услышим, как господин Рогозин говорит нам, ну, буквально следующий текст. Желтокожие придут, изнасилуют наших женщин, заберут наших детей, возьмут наши территории, поэтому нам надо что-то делать. Вставай, страна огромная. Привет, национализм. Ну, то есть это вот такой большой призыв был к белым, красивым мужчинам и женщинам, которые должны все как один пойти и проголосовать за партию Родина. Это был понятный страх, давайте, наверное, скажем так, потому что никаких понятных документов между Россией, новой Россией тогда и новым Китаем не было. И вот приходит Владимир Путин, все это начинается при Ельцине еще, и подписывается договор о дружбе, добрососедстве, которому в этом году исполняется 25 лет, и в этом году он будет переподписан, потому что он был подписан на 20 лет, его автоматически переписали еще на 5. Вот в этом году мы его переподписываем. Собственно, тогда вот был заложен фундамент э, нормальных, давайте скажем так, отношений. Обе страны поняли, что когда у них что-то идет не так, а у них очень большая граница, то не выигрывает ни Россия, ни Китай, выигрывают все остальные. И да, можно не любить политический строй друг друга, можно не любить экономический строй друг друга, но лучше жить в мире и порядке. Несколько лет назад были урегулированы окончательно территориальные вопросы, были огромные уступки территориальные с российской стороны, в том числе по фарватеру Амура на Дальнем Востоке. Коммунисты тогда пытались поднимать опять общественную дискуссию, но их очень быстро заткнули, потому что тогда они уже были, ну давайте скажем так, не самой оппозиционной партией. Вот. И в целом все. Территориальные споры были разрешены, политические отношения были налажены, поэтому, наверное, ну давайте так скажем, года с 8-го никаких негативных оценок в отношении друг друга больше не было. Страны поняли, что у них экономически очень связанные системы торгово-экономические, и они взаимодополняемые. У России есть ресурсы, у Китая есть технологии, Китаю нужна нефть и газ, у России есть нефть и газ. Замечательные экономики дополняют друг друга, в целом как российская экономика и экономика Евросоюза. Можно с этим работать. Это такой внешнеполитический, экономический ответ, давайте скажем так. Может ли риторика «китаец плохой» и «китаец нас захватит» быть поднята на счеты завтра? Да, конечно. Мы живем в прекрасной стране. Я говорю это и про Россию, и про Китай, где пропагандистская машина может развернуть примерно любой лозунг хоть завтра. Очень важно понимать, что если ты живешь на Дальнем Востоке или в Забайкалье или в Сибири, тебе не приходит в голову, что китайцы могут завоевать тебя. При всем при том, да, демографическом перевесе, который есть на границе, ты понимаешь, что китайцам не очень понятно, зачем нужно завоевывать Дальний Восток или Сибирь, потому что это нормальная экстрактивная модель развития. Тебе, опять, если ты китайский чиновник, ты завоевал Забайкальский край, давайте скажем так. Тебе нужно строить дороги, тебе нужно строить больницы, нужны детские сады, нужно выплачивать пенсии, нужно выплачивать какие-то пособия. Вот зачем это все, когда можно просто купить состав с древесиной и отправить его в Китай, заплатив, может быть, даже кому-то взятку. Я жил рядом с железной дорогой, с единственной железной веткой, железнодорожной веткой, которая идет из России в Китай. Я жил вот в 30 метрах от нее, и по нему ежедневно шли составы с деревом, с углем и тому подобное и так далее. Нас трясло наш дом, потому что он был очень старенький, нас потряхивало. Вот, собственно, у нас бабушка не могла ночевать, потому что она говорила, ну, у вас как на вокзале. Вот у нас как на вокзале было.
Поэтому никакого смысла экономического в расширении китайской территории просто не существует. Нет, незачем. И прямо сейчас, да и 20 лет назад, и 30 лет назад была прекрасная пословица на территории Забайкальского края: Китаю трипером грозя, стоит красавица борзя. Ну, то есть, если мы сейчас представим себе ситуацию, китайцы сошли с ума, допустим, произошло вот Мгм. что-то такое, и они решили пойти танковой колонной на Россию, то в целом, ну, никакого препятствия дойти примерно до Новосибирска у Китайской Народной Республики не существует. Просто потому, что эта граница сейчас не защищена, все силы стянуты на другой театр военных действий, поэтому крепкие политические отношения, дружественные, важны и для России, и для Китая, потому что обе страны достаточно с ядерным оружием, с большим разрушительным потенциалом, поэтому нужно дружить, а не дружить не нужно. Поэтому, да, было бы желание, можно было бы устроить большой взрыв и с той, и с другой стороны. Собственно, опять, если мы вернемся на 50, на 60 лет назад, когда были конфликты между СССР и Китаем, Советский Союз вполне себе нормально обращался к американцам и говорил: слушайте, американцы, а вот вы не против, если мы сейчас бомбу на них ядерную сбросим, маленькую, маленькую? Американцы сказали: вы знаете, вы что-то, вы нервничаете, вот не надо ни на кого, пожалуйста, ядерные бомбы кидать. Это при И Хрущеве или речь про полуостров Даманский? Какой? это было после полуострова Даманский, да. Ну, просто китайцев много, кинуть бомбу ядерную, ну, прикольно, давайте скажем так. Опять, можно как-то продемонстрировать свою невероятную силу. Американцы сказали: давайте вы как-то решите все мирно, тихо, без ядерных бомб. И Советский Союз сказал: ну, наверное, да. Наверное, вы правы, ядерную бомбу кидать не будем. Вот с тех времен прошло очень много воды, утекло, и мы имеем то, что имеем. Страх китайской угрозы разгоняется, мне кажется, исключительно в Западной России, в Центральной России, просто потому, что эти люди никогда не были в Китае, никогда не соприкасались с китайцами, никогда не соприкасались с китайской культурой, кроме как с китайским рестораном у себя в городе. И в целом представить себе адекватную причину, по которой китаец из Шанхая вдруг захочет жить в Забайкальском крае, мне сложно. Давайте скажем так. Ну вот у меня вопрос немножко с противоположной стороны. Я в общем-то, из противоположной стороны как-то был в Китае, то есть именно Градеково, это, в общем, направление туда, в сторону Приморья. Дело в том, что, ну, если мы уж с 99 года решили вести точку отчета, может быть, примерно вот в это время в Находке, то есть в Приморье, была объявлена свободная экономическая зона. И был расчет, что вот Находка это будет такой центральный город Приморья, Дальнего Востока, куда, собственно, где будет экономический обмен. Лет через 10 после этого построили трубопровод ЦУП-ВСТО, то есть, э, в общем, Восточной Сибири, Тихий океан. Ну вот, и, в общем, энергоресурсы начали идти в Азию. Но никакого взаимного проникновения экономик, в общем-то, и не произошло. То есть разговоров было много, а на деле вышло мало. Ну да, порт Восточный функционирует, я имел счастье в нем работать, ну и, в общем, и жил достаточно долго на Дальнем Востоке. Но меня всегда это настораживало. Почему нету тесных взаимосвязей? В 2022 году ситуация опять повторилась. То есть москвич, в кавычках москвич, который на самом деле китайский джак, он с китайских заводов приходит, на него лейбл перевешивают, но Китай не разворачивает производство, хотя есть рынок, есть платежеспособный спрос. Почему все-таки нету этой взаимной интеграции китайской и российской экономики? Что ее тормозит? Это очень большая тема, и здесь действительно надо начинать, наверное, с 90-х, потому что тогда казалось, что, опять, мой дядя тоже был в Находке, и тоже ходил по морю. И вот он как раз был категорически против китайского. Он говорил: ну зачем тебе этот китайский, зачем тебе этот язык некрасивый, учи корейский. И вот будем вместе с тобой в Корею ездить. Да, кстати, если вы думаете, какой язык учить, учите корейский. Прекрасный язык. Очень, гораздо проще, чем китайский.
логичнее. Но здесь действительно мы оказались там, где мы оказались. До 22 года все-таки российская экономика была очень тесно завязана на Запад, была тесно связана с южнокорейскими предприятиями, с японскими предприятиями. Не так тесно, как она связана сейчас с китайскими, но тем не менее был какой-то взаимообмен, и самое главное, можно было выбирать. То есть, если ты какая-то компания в находке, ты все-таки можешь выбрать. Вот мне эту партию фанеры, мне ее куда отправить? Она ко мне пришла из Архангельска, что само по себе ужасно. Ну хорошо, у меня есть партия вот чего-то, и она пришла, ну давайте скажем, из Забайкальского края опять. Будем упоминать Забайкальский край до посинения. Она пришла ко мне из Забайкальского края, и что мне с ней делать? И у тебя есть выбор. Ты можешь ее отправить в Японию, ты можешь ее отправить в Южную Корею, ты можешь ее отправить в Китай, ты можешь ее отправить да куда угодно, в Юго-Восточную Азию. Ты можешь выбирать, ты можешь искать новых поставщиков. Сейчас поставщиков, давайте скажем так, мало. Рынок перенапряжен. У тебя снизилось количество покупателей. Либо Китай, либо никто. Поэтому сейчас так все активно ищут покупателей во Вьетнаме, в Индонезии, на Филиппинах, везде, где угодно, в Таиланде, в Мьянме даже есть. Э, Что, ну, вопрос можно переформулировать так, почему Китай не вкладывается в технологическое производство на территории Российской Федерации. Первое Первый ответ, который приходит на ум: китайцы боятся вкладывать свои инвестиции, боятся инвестировать в свою нестабильную экономику, потому что они видели все, что происходит в России за последние 20 лет. Пример. Есть у нас немецкие прекрасные компании, бельгийские, французские, которые инвестируют в Китай вот последние 40 лет. И нет ни одного кейса, когда китайский мэр пришел и сказал: вот ваш замечательный завод Mercedes-Benz, он теперь наш. Все, спасибо. Собирайте вещи, уходите. Нет таких кейсов за последние 40 лет. Вот, к сожалению или к счастью, китайцы показывают себя очень исполнительными, правильными людьми, которые говорят: да, вы нам построили завод, мы с вами работаем, мы у вас его не отжимаем. Это ваша труба, замечательная труба, мы ей вместе владеем. Опять, если мы вернемся в Москву, вы помните, как громили китайские рынки. Мы думаем, что это все забыли. Нет, китайцы все это прекрасно помнят. У тебя был рынок, у тебя было место, к тебе приходят красивые мужчины в форме и говорят: это теперь наш товар, это теперь наше место, ты собирай вещи и уезжай. Пока я учился в Иркутске, нашему университету нужны были хорошие отношения с Федеральной миграционной службой, поэтому самые талантливые, хорошие, умные, красивые студенты отправлялись переводить в СИЗО китайцев, которых задержали нелегалов в том числе. Вот я очень много просидел в СИЗО, переводил китайцев, которых отлавливали местная миграционка. Кто-то был действительно на незаконных основаниях, кто-то торговал вполне себе законно, но просто вот к тебе приходит разнарядка и говорит: тебе нужно сегодня за вечер поймать 50 китайцев и выслать 50 китайцев. Ты заезжаешь, 50 китайцев берешь, доставляешь их в СИЗО, приходит красивый студент Алексей, опрашивает имена, адреса, пароли, явки, и вас отправляют одним прекрасным самолетом в Китай. Вот все люди это прекрасно помнят. Опять кейс. Китайцы, наши знакомые, пытаются в Иркутске открыть торговый центр. Они его в итоге открыли, построили. Мы им помогали с документами, переводили что-то, нам нужно было кушать и зарабатывать. И они смеются и говорят: знаешь, кто у нас попросил первым взятку? Мы такие: ну, наверное, ну, не знаю, ну, мэр. Мы такие: нет, мэр у вас замечательный. Ну, наверное, управа местная. Они такая: нет, не управа, не поверите. Мы гадали, он сказал: археологи, ты не поверишь. То есть, да, там центр города, они сказали, археологи пришли и сказали: если вы сейчас нам не дадите денег, то мы найдем здесь какие-нибудь хорошие раскопки, и вы никогда здесь ничего не построите. Значит, Китайцы все это прекрасно помнят. чиновники со стороны какого-нибудь культурного наследия или что-то в этом роде, или прямо Ну, археологи? ну да, археологи, все хотят кушать, поэтому вот пришли, сказали: вы знаете, тут рядом старое кладбище, поэтому если вы не дадите нам какой-нибудь сюрприз, то мы вам не дадим здесь ничего строить. Китайцы все это прекрасно помнят. Поэтому первая большая история – это защита инвестиций. У нас в прошлом году согласован большой документ по защите инвестиций, он ратифицирован российской стороной, подписан Владимиром Путиным, рассматривается китайской стороной, вот его подпишут, и кажется, все будет хорошо. Нет, наверное, нет. Вторая большая история внутри Российской Федерации. У нас есть такой термин – технонационализм.
Я не знаю, как у остальных, но среди китаистов именно российских очень часто это слово мелькает. Нам, если коротко, то нам, россиянам, нужно строить свое, пусть плохое, пусть кривое, пусть в 8 раз дороже, но оно должно быть свое, суверенное, свой суверенный самолет. Импортозамещение. Это даже сильнее, да. Технологический суверенитет это называлось. То есть это следующий этап, финальная стадия. То есть проблема ведь даже не в машинах, а в самолетах. Проблема в том, что ты строишь машины и самолеты на станках. Вот эти станки тоже должны быть российскими, потому что ты можешь строить сколько угодно самолетов, но у тебя не хватает станка, который делает этот конкретный кусок крыла. Станок должен кто-то произвести. Для того, чтобы произвести станок, нужен станок. В этом вся проблема. Ты не можешь сделать в одной стране, какой бы ты ни был замечательной страной, самолет. Китай не производит самолеты сам. Там есть французская авионика, там есть американцы, там есть немцы. Все-все-все. Американцы, французы, бразильцы. Никто не может сделать сам самолет. Так не бывает. В российском внутриполитическом курсе был принят, собственно, вот этот технонационализм, поэтому нужно делать свое. Пусть плохо, криво, но свое. И это в том числе заградительные меры против Китая и вообще всех других стран. Третья история внешнеполитическая. Россиянам или российской промышленности хотелось бы, чтобы китайцы что-то здесь построили. Безусловно. Но на российских условиях. И вот то, что мы видим, те пошлины против автомобилей китайских, которые были введены, они как раз направлены на то, что, уважаемые китайцы, вот мы введем вот такие огромные пошлины, больше, чем американцы, ваш самый главный враг, вы откройте у нас тут завод, и давайте вместе сделаем какую-то прекрасную машину. Сейчас есть только в Хаваль, в Калининграде налажена какая-то сборка, ну вот под Калугой еще что-то есть, кажется. На Это было бывшем 10 лет заводе назад. Volkswagen, Да, да. на бывшем заводе где-то еще, по-моему, планировали они это на юге строить, то есть там на Кавказе или что-то в этом Ну роде. вот то, что сейчас, это западные заводы, которые китайцы переоборудуют под китайские линии. Китайское исконно-посконно у нас есть только Хаваль. Вот все остальное, это все уже не китайское. Вот в него китайцы вложили примерно 200 миллиардов, 100 с лишним. Это было дорого. Это было 10 лет назад. По текущему курсу, по текущей инфляции, это еще больше. Никто из китайских автобрендов такие деньги вкладывать не готов, потому что, опять, а какие гарантии, что через 5 лет нам скажут, знаете, у вас очень красивый завод, давайте его нам. Большой вопрос. По И решению поэтому, Генпрокуратуры в 90-е годы там что-то было приватизировано не то. По старой, в общем, да, схеме. да, дураков нет, давайте скажем так, вот это делать. И четвертая, наверное, большая история внутри китайская. Хорошо, вот мы сейчас в Китае, в Россию инвестируем невероятные деньги, и чтобы что? Чтобы Россия производила то, что мы уже производим. И продавала это, допустим, в страны Центральной Азии. То есть мы будем себе выращивать конкурента. Собственно, Германия и Франция на этом ровно и попались. Опять вернемся на 40 лет назад. Немцы говорили, ха-ха-ха, глупые китайцы, что они там делают? Давайте мы у них локализуем производство, потому что они грустные и глупые. Они будут делать автомобили, и рабочая сила очень дешевая, мы будем продавать и сгребать деньги лопатой. Прошло 40 лет. Немецкие машины примерно никому не нужны, потому что китайские машины их опережают по очень многим параметрам, особенно электрокары. Германия просто это не догоняет уже. И вот ты своими руками вырастил себе конкурента, который тебя, ну, фактически сожрал. Китай делает выводы из своих прошлых историй. Собственно, зачем в Китае, в России налаживать производство высокотехнологичное, чтобы потом что? Чтобы потом Россия продавала и была счастлива, а Китай? Где здесь Китай? Здесь есть сейчас производство бытовой техники. Вот Хайер производит холодильники, насколько я знаю, или машинки стиральные. Китай сейчас очень активно инвестирует в нефтехимическую промышленность в России. Ну, потому что это будет выгодно потом самому Китаю. Сейчас очень много есть проектов по агропромышленному комплексу, выращивать сою, вот все такое. Но опять, это потом и Китай купит. И логистические хабы, в них Китай тоже инвестирует, просто потому что ему будет потом удобнее товары привозить в Россию и экспортировать в Китай. Вот, скажем так, наверное, отвечу так.
Слушай, а если Китай так боится Россию, то почему при этом спокойно вкладывает какие-то большие деньги? Я почитал например, в дорогу, да, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, какие-то редкоземельные месторождения очень привлекают китайцев в Центральной Азии. И вообще, я так понял, что какие-то большие проекты стартуют, ведь там тоже может, там нестабильная политическая ситуация в Центральной Азии. Сегодня один человек сидит, завтра другой, может режим смениться, но при этом там этого страха нету. Вот почему так? Я не понял, где Китай боится Россию. Нет, Китай просто не видит Не в этом боится, экономической... вкладывается, да, ага. Китай не видит экономической выгоды для себя. Мы почему-то, ну, то есть российские Z-каналы живут в мире, где Китай – это замечательная страна, которая должна помогать безвозмездно, потому что мы друзья. Мгм. Я, может быть, не очень хороший человек, мне правда нравится идея капитализма, я, наверное, придерживаюсь таких правых экономических взглядов, но я честно, вот я клянусь вам, не понимаю, почему кто-то должен помогать твоему соседу, потому что ты хороший человек. То есть как они себе это представляют? Утром Китай проснулся и говорит: Россия такая замечательная страна, я построю на ее территории много заводов по производству машин, бытовой техники, телевизоров, да чего угодно. И вот Россия все это будет производить и будет счастлива. Мне эта логика не близка, я ее не понимаю. То есть у меня следующий вопрос: чтобы что? Чтобы россияне были счастливы, у Китая в пятилетнем плане нет KPI счастья россиян или счастья российского политического класса. Вот когда появится, тогда мы это будем обсуждать. Пока такого нет. К сожалению, наверное. Ну, здесь может быть один только аргумент. Этот аргумент связан с тем, ну, его можно немножко переконфигурировать из болезненных идей Дональда Трампа, что вот ему нужно обязательно оторвать Россию от Китая, чтобы Россия была ему дружественна, он даже готов частично там как-то пойти на уступки в украинском вопросе. Вот по тем же абсолютно соображениям, что по сути глобальный конкурент, он же глобальный контрагент у Китайской Народной Республики один – Соединенные Штаты Америки. Они все вместе, вдвоем, это 50% мировой экономики. И когда вы примерно поровну занимаете место на рынке, на самом деле Китай чуть побольше уже, потому что США теряют свои позиции, то годятся вот и такие копеечки типа России. То есть и мы видим и китайскую экспансию в Европу, и здесь она проходит гораздо лучше, потому что Китайская Народная Республика со всем коммунистическим рвением защищает право частной собственности, как мы выяснили. Вот, просто из расчета, чтоб ты не досталось конкуренту. Разве это недостаточное основание? Они считают, что Россия у них и так в кармане. Это совершенно глупая ситуация, при которой Россия, ну не Россия, в данном случае политический класс текущий, политическая администрация Российской Федерации сама себе выстрелила в ногу и сказала: мы никому вам ничего не будем продавать, мы с вами не поддерживаем никаких отношений экономических, потому что вы на нас наложили санкции, мы будем все это продавать в Китай. Если у вас бабушка на рынке торговала зеленью, она прекрасно понимает, даже бабушка на рынке, что вы не можете продавать свою зелень только одному покупателю. Потому что вы сами себе создаете дурацкую абсолютно монополию, в рамках которой вы не можете торговаться, вы не можете отказаться, вы сознательно накладываете на себя какие-то кривые, непонятные условия. Вот все ровно это произошло в отношениях между Китаем и Россией, поэтому меня всегда раздражает, когда кто-то говорит, что Китай оказывает какую-то невероятную экономическую помощь России. Вообще нет. Все то, что Китай покупает у России, Китай покупает либо с дисконтом, либо с выгодными условиями для себя. Никакой помощи Китай России не оказывает. Наоборот, если есть какой-то товар, условный дрон, который из одной и той же фабрики идет и в Украину, и в Россию, согласитесь, что логично повысить на него цену и сказать: окей, вот у нас 10 дронов, вы можете купить 9, один мы отправим в Украину, но тогда и стоить они будут дороже. И навариться и на одной, и на другой стороне. И быть абсолютно счастливым, потому что у тебя экспортно-ориентированная экономика. А больше никто этих дронов не производит. Поэтому здесь, мне кажется, нет никакой экономической помощи. Китай сидел, у него все было хорошо, он покупал российскую нефть и газ до 2022 года, продавал бытовую технику, товары народного потребления в Россию,
И Россия сама ногой постучала в дверь Китаю и сказала: Китай, я хочу перепродавать тебе все те излишки нефти и газа, которые у меня остались от европейского рынка. Покупай. И Китай, ну, в целом вот утром проснулся и говорит: ну, давайте, буду покупать. Вы скидочку мне дадите? Да, дадим. Ну, супер, надо покупать. Поэтому здесь я просто отрицаю любые поползновения в сторону Китая. Я китайский агент, китайский шпион сегодня. И опять не очень понятно, что американцы могут предложить российскому руководству. Опять, вот снятие санкций. Ну, хорошо, сняли санкции. Остались европейские санкции. Покупать всю российскую нефть, которую сейчас покупает Китай, это невозможно. Американцам не нужно столько нефти, они сами ее продают. Покупать российский газ? Нет, американцы тоже продают свой газ. И, собственно, ради этого все было сделано, чтобы продавать свой газ сейчас в Европу, сжиженный газ. Могут ли американцы продавать товары народного потребления и бытовую технику, которую производят в США? Какую технику производят в США? Что могут США поставить в Россию? И по каким ценам? Все айфоны производятся либо в Индии, либо в Вьетнаме, либо в Китае. Поэтому здесь пока не очень понятно, что американцы могут предложить, вот чтобы это нарушить. И опять, не китайцы это сделали. Недавно, мне кажется, вышла обложка Times или какого-то другого американского журнала, где Си Цзиньпин очень так гадко улыбается, а Трамп что-то там крушит. И подпись была: если твой враг совершает ошибки, не останавливай его. Просто сиди и получай удовольствие, если коротко передать смысл. Вот Китай сидел, все было Китаю хорошо, нормально. И вот большие мальчики на другом конце земли начали делать то, что они делают сейчас. И Китай просто получает экономические бенефиты ровно из той ситуации, в которой он оказался. А нет ощущения, что вот это, ну, во всяком случае, об этом много было разговоров еще до войны, что вот эта экспортно ориентированная модель китайской экономики, она немножко начинает себя исчерпать, поскольку идет замедление роста, то есть 8-9% роста в год, такого оглушительного экономического роста от Китая уже невозможно ожидать, ну, просто в силу того, что до этого это был эффект низкой базы. Как я понимаю, консенсус, с которым Си Цзиньпинь приходил к власти, заключался в том, что мы будем заниматься наращиванием внутреннего платежеспособного спроса именно внутри Китая. То есть будем заниматься как бы повышением качества жизни своего потребителя. Вот товарищ Си у власти уже находится там почти 15 лет, там 14 лет. Есть какие-то успехи, или ВОЗ и ныне там, и с платежеспособным спросом все так же плохо в Китае? Это очень хороший вопрос в плане того, что мы очень забываем хорошо то, что было тогда, и нам кажется, так было, так есть, и так будем всегда. У нас Си Цзиньпин стал секретарем ЦК Коммунистической партии Китая в 2012 году, председателем в 2013 году. Да, действительно, прошло уже практически 13 лет. Все это было очень давно. Давайте мы вернемся на 13 лет назад. У меня магистерская по Худинтао, собственно, по тому человеку, председателю, который был до Си Цзиньпина. И вот Которого тогда была арестовали. эпоха... Нет, Худинтао все Не хорошо. арестовали, его вывели вроде. Вывели, да, его под руки, да. Я думаю, у него все хорошо. Он пожилой дедушка, скорее всего, умрет своей смертью в старости, в покое. Сейчас мы понимаем, что это примерно было похоже на Меркель в Германии. То есть 10 лет китайцы радовались стабильности и процветанию, но никаких реформ не было. То есть вот 10 лет оно само по накатанной шло, все то, что осталось от Дзянзимина и других великих экономических реформаторов. И Ху Цзинтао замечательный человек, прекрасный председатель, но вот если мы сейчас посмотрим, а что вот он такого сделал нам, какие реформы провел, там не наберется большой список из 10 пунктов. И вот Си Цзиньпин приходит, и тогда, опять давайте вернемся в 2017 год, есть такие надежды. Ну, пришел молодой энергичный лидер, сейчас он продолжит какую-то либерализацию, сейчас он откроет еще сильнее границы, цензуру, политические свободы. Ну вот это не артикулировалось, но вот что-то такое было. Вот что-то сейчас будет. Будет точно по-другому. Прошло 10 лет, 13. Где мы сейчас оказались? Оказалось, что Си Цзиньпин все-таки сделал некоторые уроки из распада Советского Союза. Это вообще большая история в китайском
в китайской советологии. Политические свободы – это очень плохо. Не нужно их давать. Нужно это все контролировать. Экономический рост – это важно, но политический контроль важнее экономического роста. Поэтому да, давайте мы будем развиваться, но политику мы будем ставить превыше экономики. Неравенство достигло страшных масштабов, поэтому там Си Цзиньпин начал рассказывать о том, что нужно... Был несколько лет назад такой закон о чистых тарелках. Старая история о том, что надо отсюда едать и рестораны забирать. Ну, то есть надо опять возвращаться вот к этим социалистическим принципам, надо как-то это все подтормозить, даже в ущерб экономическому росту. И да, вы абсолютно правы, что то, что сейчас объявлено, это все-таки давайте мы наращивать потребление внутри страны. Китайцы очень скупые люди, нехорошие. У них плохая пенсионная система, очень много китайцев останется без пенсии, поэтому вот этот принцип накопления среди китайцев, он возведен в культ. Ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, давайте, вот ты обычный простой китаец, ты сломал ногу. Если у тебя нет госслужбы, если ты не на госслужбе, если ты не на военной, то сломанное бедро – это, 1040 юаней. Это примерно 400 тысяч рублей в хорошей клинике. И если ты выйдешь на пенсию, ты будешь получать рисовую крошку, поэтому неплохо бы начать откладывать деньги на пенсию. Если у тебя дети, тебе бы неплохо помочь им с квартирой, либо с машиной, потому что если у твоего сына нет машины, квартиры, нет машины, квартиры, нет акций, то жену он себе не найдет. То есть ты находишься в этой постоянной гонке заработать как можно больше денег и отложить как можно больше денег. Вот текущее экономическое руководство Китая это бесит. Они действительно там раздавали купоны на айфоны, вот все это такое было в Шанхае, по всей стране. Покупайте что-нибудь, разгоняйте нашу экономику. Это заявлено в текущей пятилетке, это будет, это будут стимулировать, возможно, социальными выплатами, потому что здесь важное разительное отличие, опять же, от Европы, к примеру. Так как в Китае нет этого большого социального навеса, российский бюджет, немецкий бюджет, французский бюджет, большая его часть – это выплаты пенсионерам. Там, огромная часть, до 50%. В Китае такой проблемы нет, просто пенсии не платят. Ну, платят военным, учителям, врачам, да, но это все-таки копейки. И все эти деньги инвестируются в будущее, в молодежь, условно, в роботизацию, в промышленность, поэтому есть вот и такая история. Опять, если вы хотите, как в Китае, я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям, вы вот скажите, мы не хотим пенсии, мы не хотим социального обеспечения, мы хотим, чтобы эти деньги все инвестировали в будущее. И, возможно, будет как в Китае. Вот в Китае ровно так. Поэтому сейчас реформируется социальная система обеспечения. Возможно, тоже будут какие-то выплаты, не знаю, там, матерям-одиночкам, пенсионерам, какая-то единовременная помощь, просто чтобы у людей были деньги, чтобы они на них что-то покупали. Эта проблема неразрешима за один день, за один год, за 2 года. Это большой пятилетний план. Посмотрим, к чему это приведет, но кризис китайской экономики существует, да. При этом есть и диверсификация китайской экономики. И вот то, что сказал Женя 3 вопроса назад про логистику, это очень большая ведь история, потому что важно не то, где Китай строит и что Китай строит, важно, что ты строишь логистические узлы. Логистический узел, логистическая цепочка – это очень высокомаржинальная история, потому что как-то глупо проложить просто железную дорогу. К этой железной дороге ты сделаешь систему электронного прохождения границы таможни. Ты построишь склады, ты сделаешь систему логистических операторов, там будут железнодорожные составы, там будут контейнеры, там будут порты, там будут какие-то насыпные истории, там будут производители к ним привязаны, ты с этого будешь иметь копеечку, и даже 1%, и даже 0,5% тебя неплохо прокормит. Поэтому Китай инвестирует в инфраструктуру, и в том числе, опять же, в порты, о которых мы говорили. А один пояс, один путь, он успешно заработал? То есть в чем, вот тут, раз вы упомянули, я сразу вспомнил про вот эту программу второго шелкового пути, то есть один пояс, один путь, это как бы вот этот маршрут вокруг света. Насколько он себя оправдал, этот глобальный проект, раз мы про инфраструктуру заговорили? Ой, я очень не люблю проект «Один пояс, один путь» и вообще все текущие внешнеполитические истории китайские, потому что они максимально размыты. Вот подойдите к китайцу и спросите, что такое «Один пояс, один путь». И дальше будет, по ощущениям, генерация чата GPT, когда вот будет 2 страницы текста,
но будет ноль смысла абсолютно. То есть, опять, Китай делает это намеренно, специально, он не хочет, чтобы были какие-то заданные юридические рамки, правовые рамки, политические рамки. Давайте скажем так, проект «Один пояс и один путь» — это прекрасный логистический проект, который свяжет воедино весь мир и Китай, и весь мир будет получать от этого бенефиты. То есть Китай — это не про вин-вин, хотя это про вин-вин, но вин-вин в разных пропорциях. То есть логика китайцев такая: вот сейчас нет ничего. Если мы построим через ваш город или через вашу страну железную дорогу, да, возможно, мы, китайцы, заработаем 90% от общей прибыли, а вы заработаете 10%. Возможно, это несправедливо, возможно, это плохо. Но сейчас вы зарабатываете 0, а потом будет у вас 10%. Согласитесь, что 10% это лучше, чем 0. Вот логика китайцев примерно такая. Из-за того, что он не кодифицирован, у нас нет устава «Один пояс, один путь», плана «Один пояс, один путь». То есть, если вы условно казахский бизнесмен из Кыргызстана, бизнесмен из Мьянмы, Да хоть бизнесмен из из России. Монголии. Да хоть и Россия не присоединилась, кстати, к проекту «Один пояс, один путь», то есть Россия его поддерживает, но не присоединяется. И вы бизнесмен из Монголии, вы говорите: я создал какое-то предприятие, и я поддерживаю инициативу «Один пояс, один путь». То есть это вам поможет потом найти каких-то партнеров в Китае, возможно, кредит получить, но вас не очень понятно, как можно посчитать. Из того, что у нас сейчас есть, из американских источников, они нам говорят, что проект максимально убыточный. Просто потому, что ты раскидываешь деньги из вертолета, что-то полетело, что-то не полетело, и оценить это очень сложно. Китайцы оценивают, что все прекрасно, все работает, все в рамках проекта «Один пояс, один путь». Если мы посчитаем тупую бухгалтерию, то нет, потому что это проект политический, а не экономический в первую очередь. Экономическим он станет лет через 10, 20, 25, 30. Китаю некуда торопиться, он станет тогда самоокупаемым. А прямо сейчас, почему, собственно, экономическая модель Китая страдает? У тебя есть очень много денег, но у тебя очень есть мало рыночных механизмов контроля. Поэтому ты строишь 100 заводов по производству автомобилей, это очень дорого. 90 разорятся, умрут с голода и скончаются в ужасных муках. Но 10-то останутся. То есть в нормальной рыночной экономике вы сразу строите вот те самые 10 и не тратитесь на эти 90. Поэтому вот есть такие большие расходы. И с проектом «Один пояс, один путь» происходит примерно то же самое. Что-то строится, что-то выживает, что-то работает. Но вот эти 90% инвестиций, которые улетают в трубу, буквально сгорают. Они остаются на месте, и не очень понятно, к чему это приведут. Это вот еще один большой фактор китайской экономики. Ты не можешь это контролировать. Вот оно сгорает где-то, и у тебя денег, как у дурака фантиков. Поэтому, собственно, ты делаешь историю с редкоземельными металлами. Редкоземельные металлы — это очень дорогая история. Никому не нужная примерно. Это копейки от мирового глобального рынка. Это буквально миллиарды, это даже не сотни миллиардов. Это прям копейки. Китайцы И вбухали в больше это. всех их в Китае, этих редкоземельных металлов, как я понимаю. Вот, у них это Ну, конкурентное преимущество. они есть в Китае, они есть в Мьянме, там часть Мьянмы, которая сейчас под гражданской войной, она в целом, вот, опять, может быть, гражданская война, но если вы что-то продали китайцам, то китайцы в целом говорят: ну да, у вас гражданская война, но у нас тут заводик по производству, по обработке редкоземельных металлов, поэтому его, пожалуйста, не бомбите, все остальное бомбите. Что и делают жители прекрасной Мьянмы, бомбят друг друга, заводик по очищению редкоземельных металлов никто не бомбит. А, Да, вот ровно то же самое происходит. Редкоземельные металлы есть везде. В России их очень много, в Украине их очень много, в Германии их много. Это просто дорого, это очень вредит экологии, и ты не можешь, если ты вменяемая экономическая сущность, ты не можешь потратить столько денег ради того, чтобы получить пшик, который ты потом продашь 5 производителям ракет в мире за не очень большие деньги. Но да, потому что ты надеешься, что рыночная экономика в мире существует, она открыта, и ты, конечно, можешь свободно покупать. Зачем себе делать свой самолет, когда ты можешь его купить у соседей? Вот все в это поверили, китайцы превратили это в актив, которым можно управлять и угрожать. Но здесь они брали пример с американцев, поэтому здесь китайцы учатся у лучших. С точки зрения политических свобод, конечно, хотелось вернуться, потому что я уверен, что всем россиянам интересно понять,
про вот эти сказки, которые им рассказывают по телевизору с точки зрения того, что вот у любой нормальной большой страны должны быть свои приложения, свой мессенджер, свой Инстаграм. Вот мы сейчас пойдем по пути Китая и будем жить счастливо и суверенно. Вот как вообще в Китае это проходил путь, и как он в России? То есть был ли в Китае тоже в начале свой Макс и ВКонтакте? Как это вообще все там развивалось, и вот чем российский пример отличается? По-моему, Вейбо это называется вроде, да? Вот этот их Да, да, да. китайский Макс. Weibo, да. Ну, нет, WeChat, Weixin. Китай начал строить закрытую систему интернета с самого его начала. То есть, опять, вернемся в далекие 90-е годы, даже 80-е. Среди американского политического руководства в том числе была популярна такая история, можете это загуглить, это такие популярные вполне себе мысли, которые транслировались вовне. Вот сейчас интернет придет в Китай, эти китайцы никак не смогут контролировать информацию. Простые китайцы увидят, как живут на Западе, какой мир свободный и прекрасный, пойдут свергнут Компартию, и все будут абсолютно счастливы. Мы с вами в 25-м году. В 26-м, кажется, ничего не произошло. Коммунистическая партия Китая поняла, что это действительно большая история, и с самого рождения интернета в Китае он был под контролем. То есть вот того периода вольницы, которая была в России, в Китае в принципе не существовало. Поэтому здесь просто история заточена под то, чтобы она находилась под контролем. А дальше мы с вами возвращаемся опять к тому этапу, который я сказал, который я упомянул ранее. Создаешь 300 интернет-компаний, 200 скончаются в муках, разрешаешь частному бизнесу делать компании, при этом вводишь в совет директоров своих коллег коммунистических, пускай они жрут друг друга, но в итоге кто-то останется. Вот остался Alibaba, который был сделан Джеком Ма, вполне себе рыночная история. Tencent остался, абсолютно рыночная история. Есть ли там отделение ячейка Компартии? Да, конечно, есть, потому что если ты создаешь частную компанию, в ней больше, там, по разным оценкам 10 человек, по разным регламентам сколько есть, ты создаешь там ячейку Компартии. И она у тебя есть по умолчанию. И все. Дальше правительство от этого отходит, вы дальше жрите друг друга, предоставляете сервисы, но мы своих наблюдателей, давайте скажем так, к вам все-таки отправим. Если не увидят, что вы делаете что-то плохое. Да, фактически политруков. Если они увидят, что вы делаете что-то плохое, они вам скажут, не делайте плохое, делайте хорошее, пожалуйста. Поэтому то, что произошло с китайским интернетом, в целом Google там изначально работал. Там даже Касперский работал. Опять возвращаясь к Джеки Чану, была реклама с Джеки Чаном. Очень крутая, кстати. Яндекс пытался, сейчас там обратно заходит, Amazon. Все крупные интернет-компании там работали. Ровно до того момента, пока Китай сказал вам спасибо, всем пока, до свидания, и просто закрыл для них рынок. Гугла в Китае не существует сейчас, Яху не существует, всех остальных других поисковиков не существует, все есть китайское, все суверенное, все хорошее, замечательное. Ютуба нет. Есть действительно Weixin. Weixin победил после того, как был QQ, был Weibo, был Zhenzhen. Ну, окей, было много чего. Weixin стал действительно такой многопрофильной платформой, где можно сделать примерно вообще все. Поэтому, когда ты китайцу отправляешь почту, это мучительно. Никто твое письмо, скорее всего, с вероятностью 90% не прочитает примерно никогда. Если тебя нет в Weixin, тебя не существует в природе прямо сейчас. Поэтому, да, вот сейчас есть Weixin, который мессенджер, Weibo, который Twitter примерно, плюс видео, и Instagram. Есть Xiaohongshu, маленькая красная книжка Little Red Book. Там ровно туда все американцы ломанулись после того, как все заблокировали. Есть Douyin, аналог ТикТока, но это именно китайская версия. То есть она без входа вовне. Из Douyin ничего в ТикТок не переходит напрямую. Это две закрытые, не пересекающиеся экосистемы. Есть Youku, это то, что заменяет YouTube. То есть Bilibili, есть своя система экосервисов, она вся на китайском языке, она вся с китайским контентом. Китайского контента просто до одури. Ну, то есть вот это невозможно посмотреть, это невозможно прочитать. Все. В год выходит миллиард сериалов, миллиард книг, миллиард фильмов, и тебя просто вот этим контентом, я не знаю, утопили в нем. Поэтому в целом, если ты живешь в Китае, ты китаец, и ты, ну, не очень хорошо знаешь английский, например, то Netflix тебе, в принципе, не очень сдался, как и YouTube, как и Twitter.
как и все примерно остальное. Потому что у тебя есть твоя система огромная сервисов, из которой ты можешь не выходить. Поэтому здесь, э, видите, и запрещаешь, с одной стороны, и с другой стороны развлекаешь. Поэтому здесь Коммунистическая партия Китая достигла успехов больших. Давайте похвалим ее. Своя большая экосистема, закрытая абсолютно. Но вот из последнего, что меня поразило, ну, вы не целевая аудитория, конечно, но у нас тут несколько лет назад появилась серия китайских красивых манг «Благословение небожителей», где китайская авторка написала, по-моему, 6 томов или уже 10 она их написала о том, как свергнутый бог спускается на землю, у него там появляется коллега, и там такой легкий гомоэротический контент. Ну, там, понятное дело, никто не целуется, никто не обнимается, но из тома в том ты ждешь, что вот сейчас что-то будет. И самая моя любимая история, что в Китае эти книги буквально есть в любой стране, в любом книжном магазине. Вы зайдете, там вот стоит 300 книг «Благословение небожительное» на любом языке. Мгм. В России тоже они полетели, как не По-моему, в я себя. слышал об этом. Мне кто-то из подписчиков написал о том, что вот я смотрю китайское аниме. Я в Да. тот момент офигел, потому что аниме, оно же японское, ну, нами воспринимается. Он мне говорит, вот что есть в Китае аниме, что я пытаюсь там из китайского интернета чего-то качать, там и все такое, что там целая индустрия этого. Ну вот, возможно, я уже достаточно взрослый, читать это сложно, если ты прочитал много других китайских книг, но тем не менее, вот сейчас сложилась ситуация, при которой в Китае эти книги можно купить везде абсолютно. В России они на какой-то момент были запрещены, их официальный перевод. И сейчас продается их отцензурированная версия, чтобы чего не подумали. То есть вот если мы возьмем книги, то в Китае сейчас гораздо меньше цензуры, чем в России, и это меня почему-то сегодня так поразило в самое сердце, потому что вот у меня подруга искала ровно нецензурированное издание, его можно купить, но за очень большие деньги. А цензурированное издание ей уже читать неинтересно. Вот такие интересные истории. Вот тут мы оказались. Мы оказались в той точке, где то, что проходит китайскую цензуру, не проходит российскую. Вот мне Удивительно. по китайскому интернету два коротеньких вопроса еще остались. Это, во-первых, VPN, вообще распространенная ли штука, и пользуются ли этим какие-нибудь китайские инфлюенсеры, чтобы все-таки в тот же Инстаграм влезть, надо ли им это вообще? И второе, действительно про цензуру. То есть я понимаю, что в китайских соцсетях, например, про Тяньаньмэнь, наверное, вряд ли что-то можно найти или написать. Но в целом, как происходит вот это цензурирование контента, насколько все жестко вообще? С VPN я в прошлом году в мае прилетал в Китай. Все мои российские VPN, все мои европейские VPN, ни один из них не работал. Мои друзья установили мне какой-то очень хитрючий китайский VPN с выбором серверов, платный. Вот это было очень сложно и криво, но он работал. То есть, если у тебя есть желание посмотреть какой-то невероятный сериал на Netflix, либо что-то другое в Ютубе, ты это точно посмотришь. Это будет сложно для меня. Для меня это было сложно, хорошо. Но мои китайские друзья установили все примерно минут за 20. То есть 20 минут, и все прекрасно смотри, читай, все, что хочешь. Поэтому, да, сервисы блокируют, часто они существуют, но это такая обычная деятельность, повседневная. Новые VPN появляются, старые VPN глушат. Такая нормальная история рабочая. Степень цензурирования контента – это все-таки очень большая история, она очень многофакторная, она очень многослойная, то есть есть государственный регулятор, киберадминистрация Китая, есть службы, которые это делают на стороне провайдеров, есть службы, которые это делают на стороне платформ, есть службы, которые это делают, собственно, в отдельных центрах, то есть там, условно, центр по просмотру контента, который это все делает. То есть здесь это просто многослойная история, ну, не знаю, там задержка видео на какие-то секунды. То есть, если ты блогер, условно, и что ты в прямом эфире выходишь, там у тебя будет определенная задержка видео. Опять, если ты очень большой блогер, или какая-то большая платформа, или это большая история, большие охваты, твоя невероятная трансляция будет идти с задержкой в несколько секунд, чтобы, если ты в момент скажешь, когда наш дорогого лидера под суд,
Вот ровно на этом моменте тебя могли заткнуть, и ты ушел. А это нейросеть Но или там прям политработник Центрального нет, нет, комитета нет, по это образованию? нейросеть, у китайцев прекрасный искусственный интеллект сейчас, все хорошо. Но опять сказать, что это прям так строго, я, наверное, тоже не смогу. То есть, если появляется повод для протеста внутри города, опять у меня так получилось, что у меня дипломная про протесты, первая, магистерская. Если это протест по экологии, по трудовым правам, то вы просто меняете иероглифы на созвучные. Там, не знаю, не тонсюэ — это ученики, которые совместно учатся, то есть коллеги по учебе, одногруппники. А ты вместо тон вместе пишешь тун, которая детство, и се как обувь. То есть детская обувь. И тебя уже не блокируют. То есть можно что-то придумать с иероглифами, можно как-то поиграть, можно выйти на протест. Все это прекрасно можно сделать. Собственно, Как китайскую с статистику Винни-Пухом протестов, как с китайцы Винни-Пухом, придумали. да. Собственно, китайскую статистику по протестам закрыли, потому что она очень неприятная для внешнего мира. Китайцы активно ходят на протесты, активно ходят на забастовки. Китайцы очень нервные люди, не нужно нарушать их права рабочих. Поэтому здесь цензура есть, но и протесты есть, давайте скажем так. Ну и опять, вот возвращаясь к контенту, его просто так много, и его так хорошо контролируют, это сейчас называется, ой, не помню как-то, я по-английски слышал термин, давайте скажем так, лексическое конструирование. То есть ты действительно должен держать историю в своих руках партийных, все должны читать правильную историю, ее можно переписывать периодически, и ты просто должен затруднять доступ к другим книгам, которые могут входить в Гонконге, на Тайване. Опять, если ты хочешь прочитать, читай, пожалуйста. У нас есть писатели, там, не знаю, Ян Лян Кэ, где какие-то его книги есть на китайском в Китае, в Пекине можно их купить. Какие-то книги его просто в Китае запрещены. Но ты их можешь купить на Тайване. Прекрасно. Купи электронную версию, прочитай, забудь. Но вот в Пекине ты эту книгу не купишь. Вот А, с точки зрения уехавших, сколько там, 1,5–2 миллиона россиян из, собственно, нашей прекрасной родины, и того, что мы пытаемся еще делать какой-то контент, а там россияне пытаются скачивать какие-то VPN, прокси-серверы, много-много-много всего. А в Китае была какая-то похожая ситуация? Есть какие-то инфлюенсеры такие политические за границей, и удается ли у них вот этот коннект выстраивать? Потому что сейчас, понятно, мы все переживаем, в связи с этими постоянными пугалками о то закрытии Телеграма, то суверенном интернете и так далее и тому подобное, я тебя подвожу к тому, что мне интересно понять, как вообще, ну, я понимаю, что ты все-таки не по IT, но вот как мы могли бы функционировать дальше, есть ли какой-то пример исторический перед нами, да, потому что понятно, что Китай не Северная Корея, Россия тоже. Да, мне очень сложно представить себе это. Э, То есть есть какие-то группы за рубежом, которым не нравится Коммунистическая партия Китая. Это Ну, вполне например. нормальная история, да. Но они настолько маргинализированы, что они даже за пределами Китая выглядят очень странно. Ну, то есть вот у нас есть секта Falun Gong, и это такая хорошая, доброкачественная секта. Можно ли им разрешать вести религиозную работу на территории Китая и на территории других стран, не знаю, там опять Германия, Франция, Бельгия, Америка? Ну да, в Америке религиозная свобода, во Франции, в Германии, да, почему нет? Но вот китайцам она не нравится. Китайскому политическому руководству она не нравится просто потому, что это организация, которая может создать какое-то общественное движение. Вот любое общественное движение, которое может быть связано внутри Китая, это враг Китая, враг Коммунистической партии Китая. Поэтому Falun Gong существует за рубежом, но оказывает ли оно какое-то влияние на китайскую историю? Нет никакого. Есть прекрасная вот у них газета Epoch Times, The Great Epoch, она еще называется. Но там прям, ну это просто странно читать даже. Это прям очень странно. То есть вот возьмите самые желтые паблики, умножьте на 4. Там первая страница, не знаю, Си Цзиньпин вчера съел сердце 8 крестьян, потом устроил кровавую оргию, и вот все это закончилось сожжением сердца девственницы на горе у Тайшань. Ну, то есть это прям странно, это прям очень плохая пропаганда, антипропаганда. Поэтому они существуют вот в каком-то маргинальном ключе,
А почему в Китае И нету политических каких-нибудь грантоедов, я не знаю, в Штатах, Европе, которые бы занимались вот этой антикоммунистической борьбой? Почему изначально такого нету? Есть целая Тайвань, это маргинальное место Ну в да. Китае. Вот. Ну, все-таки в основном, я так понимаю, они просто в Тайвань стремятся уезжать, те, кому не по душе курс китайской компартии, ну или, собственно, в Гонконг. То есть выбор-то есть, альтернатива есть. Ну, то есть, да, в Гонконге теперь тоже все очень плохо с выдачей, поэтому если ты кого-то что-то плохое сделал на территории Китайской Народной Республики и приехал в Гонконг, то теперь и в Гонконге тебе не очень безопасно, тебя с вероятностью очень большой выдадут. Поэтому Гонконг теперь тоже перестал быть такой безопасной гаванью. Ну, нет, просто, да, действительно нет никакой организованной борьбы против Коммунистической партии Китая, потому что Коммунистическая партия Китая пыталась создать этот большой нарратив, и она его в целом создала. И если мы вернемся к первому сроку Дональда Трампа, почему коммунистическая партия и руководство КПК занервничало? Потому что Дональд Трамп сказал: мы против коммунистической партии. То есть, опять, давайте мы представим себе мир, где Трамп говорит: мы против Китая. Супер. Ну, против Китая можно быть, потому что Китай большая страна, там живет очень много людей, там есть разные партии, там есть разные компании. Вот против Китая можно быть. Против коммунистической партии Китая быть нельзя, потому что это ты выделяешь как бы отдельную сущность. Есть Китай, есть китайский народ, есть китайский общественный институт, есть китайские компании, есть еще китайская коммунистическая партия. И как будто бы, представим на секунду, что партию можно заменить. Вот это очень плохой нарратив. Это очень возбудило коммунистическое руководство, потому что нет. Собственно, Компартия Китая пытается создать вот эту неразрывную связку. Есть Компартия Китая, есть Китай. Это неотделимые сущности. Невозможно представить себе Китай без Коммунистической партии Китая. Это будет какая-то другая история, в которой вы все не хотите жить и оказаться, потому что, ну, там, наверное, будет плохо, криво, косо. А мы Партия и Коммунистическая народ партия Китая. едины, Да, раздельны только магазины. да. Поэтому, мне кажется, китайской коммунистической партии удалось создать вот этот большой нарратив, единый, давайте скажем так, где, когда ты говоришь: мне не нравится Китай, ну, нормально. Мне вот не нравится Перу или Аргентина или Венесуэла. Но когда ты говоришь: мне не нравится коммунистическая партия Китая, ты бросаешь вызов политическому руководству, и это очень плохо. Вот так делать не надо. Хорошо, тогда у меня вопрос, куда уж мы про КПК заговорили. Почему КПК покорно, вот после, собственно, диктатуры Мао, которая даже с точки зрения, в общем, китайской линии партии, хотя там 20-го съезда не было, ну, в общем, было признано, что есть отдельные в ней недостатки. Там все вместе, там плохой Каншен, банда четырех, жена его. В общем, страшное было дело. Маоистская диктатура. Наверное, пример самого большого террора в истории вообще человечества, вот просто на отдельно взятую страну. Почему они съели несменяемость власти? Кстати говоря, насколько я понимаю, сам Си Цзиньпинь, в общем, тоже был жертвой этой террористической кампании, поскольку он был сын влиятельного чиновника, и он был тоже репрессирован. Вот ощущение просто, что это тысячелетние китайские грабли, что ли, я не знаю, может там что-то в Троецарствии написано по этому поводу. Но почему они съели несменяемого вождя? Ведь мы прекрасно понимаем, мы в смысле как граждане России, прекрасно понимаем, что если съесть несменяемого вождя, то рано или поздно его кукуха скажет адьос, как бы, и все. И привет, прощай. Почему тогда мудрая китайская компартия взяла и утерлась, и сказала: ну хочешь править пожизненно, ну правь, какие проблемы, брат. Два. Наверное, нужно сделать небольшое замечание. У нас есть регионоветы, и я регионовед. То есть это люди, которые действительно занимаются узким регионом, одним каким-то. И я считаю, что это плохо. Потому что человек должен заниматься все-таки какой-то большой наукой. И вот я в том числе занимаюсь political science, политическими науками. Потому что регионовед смотрит очень глубоко, но только на один кейс. А если ты из political science, ты смотришь на несколько примеров сразу.
И когда ты только регионовед, ты говоришь, ну вот мой Китай, он замечательный, он уникальный. Вот другой страны нет. Political science говорит вам, ну, нет, все страны похожи, все политические режимы примерно похожи. Вот здесь я одновременно и на стороне политических наук, и на стороне регионоведения. Со стороны политических наук все примерно одинаково. Это обычно авторитарный режим. Люди забывают, власть стремится к концентрации, поэтому здесь нет примерно ничего удивительного. Опять, все забыли. В Российской Федерации все забыли, в Китайской Народной Республике все забыли. То, что пытается сделать Трамп, примерно то же самое. То, что примерно пытается сделать любая демократия, сосредоточить в руках своих власть, опять же, в Украине, в Германии, во Франции, суперпрезидентских республиках, все примерно одно и то же. Нет ничего удивительного. И когда у тебя твои институты коллективной власти немного пошатываются, то активному политическому деятелю это действительно удается. Си Цзиньпину это удалось. Давайте теперь вернемся на уровень регионоведа. Удалось ли это Си Цзиньпину? Я всем крайне рекомендую съездить в Китай, потому что это незабываемый экспириенс. И ты начинаешь немножко сомневаться в Си Цзиньпине. Потому что давайте мы представим опять масштаб. Китай – это 10 Россий. То есть у нас есть человек, который управляет 10 Россиями. И когда мы вообще говорим о внешней политике Китая, ну вот я часто даю какие-то интервью по поводу внешней политики Китая в отношении России, в отношении США, в отношении Европы. Это хорошие вопросы, но они всегда упираются в глубокое непонимание Китая как большой системы. 90% времени Си Цзиньпина, вот он утром проснулся, и 90% времени он думает о том, как вот мне вот этим всем управлять. Как сделать так, чтобы вот это все, 10 моих Россий, не развалились. Потому что до сих пор, опять, когда мы возвращаемся к экономике, это закрытые экономические системы. Если ты провинция X, а у тебя рядом сосед провинция Y, то у вас два разных завода по производству сигарет. У вас два разных завода по производству вина и пива. И вы не пускаете тех производителей пива к себе, а своих производителей пива, наоборот, всячески продвигаете. Просто потому, что вам это тоже выгодно. Налоги, взятки, все очень хорошо. То есть у тебя задача, как у председателя КНР, сделать так, чтобы твоя страна вообще не развалилась прямо завтра. Чтобы у тебя был общий рынок, чтобы у тебя была большая процветающая экономика, для того, чтобы вот все твои регионы в вечной конкуренции не сожрали друг друга, и весь твой народ что-то кушал. И вот 90% времени у тебя уходит примерно на это. И 10% времени у тебя уходит на то, чтобы вот какой-то надоедливый министр иностранных дел Ван Yi пришел к тебе и сказал, знаете, там что-то вот американцы делают. У россиян там проблемы. А Северная Корея, а вот Монголия с Казахстаном. И вот по остаточному принципу уже ты идешь куда-то туда. На втором месте, конечно же, американцы. А вот по остаточному принципу, там полчаса в день, ты можешь подумать о том, что происходит с миром. Это вообще не очень важно. Поэтому здесь, во-первых, забыли. Во-вторых, мы преувеличиваем роль Си Цзиньпина все-таки, потому что его решения могут игнорироваться. Это правда. У нас игнорируются майские указы Владимира Путина. Давайте скажем так. Владимиром Путиным прежде всего игнорируются. В том числе и исполнителями. То есть у нас указы Владимира Путина исполняют там силовики, в основном люди, которые занимаются не самым, давайте скажем так, не самыми сложными процессами. Если мы посмотрим на Минфин, то Минфин кивает и уходит в туман, делает так, как хочет в целом, так, как правильно для нормального экономического развития. Вот с Китаем примерно та же ситуация. Си Цзиньпин создает настроение, давайте скажем так. То есть он нормальный авторитарный лидер, но он все-таки вот такой больше сейчас идеолог. То есть вот, да, решение принято Компартией, решение должно выполняться. До того, как решение принято Компартией, у тебя есть какой-то промежуток коллективное руководство, где вы можете это обсуждать. И опять, если мы вернемся на 30 лет назад, и когда налоги оставались в каждой из провинций, то председатель КНР собирал вещи и приезжал к каждому из глав провинции и говорил: уважаемая глава провинции, вот я скромный председатель из Пекина,
ты, пожалуйста, поддержи меня в моем решении. У тебя тут очень много денег, ты, пожалуйста, там не делай гадости какие-то. И ты брал вещи, чемоданчик и ездил по каждой из провинций. Потом была налоговая реформа, теперь налоги распределяются из Пекина. Но все стало чуть сложнее, конечно же, все стало чуть интереснее, но тем не менее нельзя скидывать со счетов коллективное руководство, оно по-прежнему существует. Нельзя скидывать паранойю Си Цзиньпина. Собственно, те большие чистки, которые мы видим, да, эти люди воровали. У нас нет никаких сомнений. Если ты сидишь вот на такой большой корзине денег, ты точно воровал, абсолютно точно воровал. Но это в том числе и паранойя, потому что может ли вот этот Джан Юся ударить тебя по голове кирпичом? Да, конечно, может, потому что он твой главный друг. Ваши отцы вместе действительно воевали. Вы в целом вместе действительно, вы правы, были в лагерях трудовых исправительных. Но вот прошло очень много времени, и ты думаешь, вот Джан Юся такой хороший мужчина, ударит ли он мне кирпичом по голове? И это в целом паранойя, поэтому здесь, да, давайте мы скажем так, он определяет идеологическое направление, но когда мы уходим куда-то вниз, вот, собственно, эта система поэтому так иногда очень стагнирует, потому что у нас, ну, в России, кстати, процесс принятия решений гораздо пластичнее. То есть, если Министерство промышленной торговли что-то решило и что-то делает, окей, оно это делает самостоятельно. И самостоятельно выходит на иностранных акторов каких-то. В Китае это невозможно, потому что все идет через Министерство иностранных дел. Поэтому, если ты большая корпорация, ты идешь в Министерство иностранных дел думает, у него очень много всего, ты даешь ему взятку, оно дает ответ, и вот все это идет вот по такой кривой ужасной. Сначала до Си Цзиньпина, потом обратно. Поэтому процесс принятия решений замедлился, система замедлилась, и мы видим сейчас обычный менеджерский коллапс. То есть, когда у тебя все решает э, председатель совета, то вот мы То имеем то, есть что имеем. за 100 лет принципиально, ну, за 100 лет со времен там доктора Сунь Яцена и Веллингтона Ку, то есть эпохи милитаристов, ничего принципиально в Китае не поменялось. Он все так же стремится развалиться на вот эти вот княжества и стремится раздробиться, что ли. И это самый большой страх, потому что вообще объединяющая идея Китая, собственно, почему которая, как я понимаю, привела коммунистическую партию к власти, что мы будем объединяться, мы будем едины. А это означало, что всегда царили настроения, что вот там Кантон отвалился, Шанхай отвалился, и все хотят быть независимыми. И это настроение по-прежнему доминирует в Китае, получается, на уровне провинций. Оно не доминирует, но вот с этого начинается, собственно, роман Троецарствия. Великий китайский классический роман, что вот Китай периодически разваливается, потом собирается, разваливается, потом собирается. Это действительно то, что мы имеем. Китай сложно назвать. Собственно, мы упростим себе задачу, если мы будем рассматривать Китай не как унитарное государство, республику, а как конфедерацию, как Европейский Союз. Вот Европейский Союз, у нас ведь есть такая уродливая кривая конструкция, просто у нее меньше чуть полномочий, чем у центральной власти в Китайской Народной Республике. Но в целом это вот такая же кривая неповоротливая уродина, как и Европейский Союз. При этом, там, не знаю, француз не понимает немца, я не понимаю шанхайцев, если они говорят на шанхайском диалекте. Ноль. Понимания ноль. Я учил китайский в Даляне на стажировке. Ты отъезжаешь 100 километров. Не, ну, то есть, это очень обидно, скажу я вам, для Город студента. дальний когда-то он назывался. Да, я проводил вот эту политработу и рассказывал всем, что это город дальний. И площадь Суньяцена была площадью Николая II. Это мои имперские замашки. Но тем не ну, я просто хочу, чтобы вы поняли, что вот это правда. Ты отъезжаешь 100 километров, ты не понимаешь жителей деревни, которые тебе что-то говорят. Это буквально Италия, Испания, Германия. И мы делаем, если мы делаем вид, что Европейский Союз это одна большая страна, то мы в целом это применимо и к Китаю. Если вы думаете, что Китай это одна большая одинаковая страна, вы очень глубоко заблуждаетесь. Вот есть провинция Хэлунцзян, которая граничит с Россией, а есть Шанхай, а есть провинция Гуанчжоу, а есть Шэньчжэнь. Эти люди не понимают друг друга. То есть у них есть действительно общий язык, которым они владеют так или иначе, но у них есть местные диалекты, которые диалекты называются просто потому, что это политкорректно. На самом деле это просто разные языки. И ты просто это не понимаешь. Это ноль. То есть ноль информации доходит до твоего мозга примерно.
У них есть своя экономика, у них есть своя история, у них есть свои герои, у них есть свои, в том числе коммунистические герои, у них есть свои герои исторические, которые тут 2000 лет назад проходили. В целом, да. То есть твоя главная задача удержать эту страну, чтобы она не развалилась. То есть и чистки в армии, они точно не про укрепление оборонки, а для того, чтобы Китай нас в году в 27-м так удивил, что, ну, все, можно уже это, остановите планету, я сойду. То есть это борьба с коррупцией, я не знаю, может там кто-то взорвался, что-то сказал, там, я не знаю, какие-то процессы внутренние происходят, я так понял, у нас очень, очень мало информации по поводу того, что там. Уже, судя по тому, что я просыпаюсь, какое там это было числа 17 января, когда ты просыпаешься и читаешь какие-то новости по то, что не то в Китае переворот, не то еще что-то, а потом спустя какие-то часы долгие ты понимаешь, что ага, значит, вот такая операция у них получается, с элиты происходит. Ну, это wishful thinking, как это по-русски? Желание Выдавать невозможного. желаемое за действительное. Выдавать желаемое за действительное, Ну да. да. То есть это, кстати, такая, мне кажется, это заразно, потому что весной мне обычно пишут журналисты с вопросом, а правда, что у Си Цзиньпина инсульт? А вот осенью почему-то у Си Цзиньпина инфаркт. Я это заметил. За последние 5 лет все считают, что у Си Цзиньпина летом, вот весной у него обычно инсульт, ближе к лету, ближе к осени у него уже инфаркт. Где-то в мае у нас обычно переворот. Мне кажется, это наши с вами проблемы восприятия. То есть мы надеемся, что в Китае будет переворот. Ровно те же люди говорят вам, что в Китае горят покрышки, вот уже люди идут свергать коммунистическую партию. Ровно те же самые люди последние 20 лет говорят, что китайская экономика в кризисе, завтра в Китае начнутся голодные бунты. Вот откройте обложки Times, прочитайте эти обложки за последние 20 лет, Китай разваливается примерно 25 лет последние. Ну, ну нет. Ну вот нет. Возможно, кому-то бы это хотелось, но вот нет. С армией история немножко более сложная, потому что там действительно чистки идут тысячами. Опять возвращаемся на 12 лет назад. Приходит молодой красивый Си Цзиньпин, розовощекий. Жена у него генерал армии. Жена, кстати, была гораздо более популярна, чем он, потому что жена певица. Очень Глава красивая. ансамбля песни и пляски Народно-освободительной армии Китая. Очень красивая, очень хорошо поет, невероятная, харизматичная. И вот рядом с ней какой-то, ну, такой мужичок, давайте скажем так. Вот мужичок говорит, что я буду бороться с коррупцией. Коррупция при Ху Цзинтао просто невероятная. То есть опять 10 лет люди ничего не делали, только жрали и воровали. И никто на это не обращал внимания. При Си Цзиньпине это уже стало действительно проблемой, потому что столько жрать и воровать невозможно. Опять, на низовом уровне коррупции в Китае сейчас не существует, просто потому что все диджитализировано. Ну, некому дать деньги, алгоритм не возьмет. Но выше она есть. И опять мы возвращаемся к устройству власти государственной. Там нет разделения властей, к которым мы привыкли. Вот законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть – это все делает Компартия. Нету понятного нам разделения властей. И у нас есть Центральный военный совет, во главе которого стоит Си Цзиньпин. Это важный пост, потому что это человек, который управляет всей военной мощью Китая. И все. Это единственный гражданский человек, который во главе этого Центрального военного совета стоит. Больше там нет ни одного гражданского, нет ни одной комиссии. То есть вот эти люди создают комиссии по надзору внутри себя, расследуют сами себя, анализируют сами себя, для себя делают дома культуры, больницы, дороги, газеты, пароходы. Это замкнутая на себе система, где можно воровать примерно сколько угодно. Армия – это прекрасная история, потому что ты говоришь, завтра нас нападут монголы. И кто-нибудь еще. Строите стену. Строим стену. Не строишь эту стену, говоришь, знаете, монголы вчера напали, взорвали эту стену. Строишь еще одну стену. Так на тебя монголы нападают 12 лет, ты 12 лет воруешь деньги, которые тебе выделили на стену. Прекрасный бизнес-план. И никто из Минфина китайского не может к тебе прийти и сказать, ребят, что-то у вас тут не бьется. Кто ты такой? Ты гражданский бюрократ, ты здесь не стоял. Собственно, поэтому чистки в армии идут с 2012 года. И с 2012 года всех прекрасно отправляют в тюрьмы. И там сотни, не на десятки, не на сотни, тысячи, десятки тысяч людей отбывают наказание то или иное. А казнят? Нет, кстати, не казнят. Почему-то, ну, в основном министров казнят обычно, стараются, либо вот главу железной дороги. Но сейчас стараются не казнить, как бы, то есть тебя приговаривают к смертной казни с исполнением через 3 года, допустим. Через 3 года как-то уже гнев народный уходит, ну и тебе говорят,
Просто умрет в тюрьме. Очень приятно. Пожизненное. Пожизненное, да. Возвращаясь к 22 году, многие говорят о том, что есть все-таки взаимосвязь о начале чисток со специальной военной операцией. То Мгм. есть Си Цзиньпин посмотрел на это все и подумал, а вот мои-то ракеты взлетают. Мы в целом с вами не знаю, китайские ракеты, они вообще летают? Вот так. Танки Ну, китайские звучит ездят. эффективно эта модель, надо сказать. Вот. Я из Забайкальского края, у нас там проводится танковый биатлон обычно рядом, в Цугольском районе. Там вот китайские танки ездят, они застревают примерно в лужу. На тот момент это было. Мы вообще с вами не очень хорошо понимаем, когда китайские танки едут, американские китайские самолеты летают, китайские ракеты бьются. Кстати, вот все последние министры обороны и вот ребята, которых только что посадили, Джан Юся, они все были связаны с ракетными войсками. И началась чистка большая, потому что в 27 году у нас столетие Народно-освободительной армии Китая, и надо что-то миру такое продемонстрировать. Вот наша армия чистая, красивая, избавлена от ужасных людей, которые воровали. Два министра обороны уже исчезли. Последнего мы так и не знаем, где он. Он выведен из состава всех руководящих органов, но что-то с ним там не очень понятное. Джан Уйся, кстати, не снят с должности. Вот с января все прошло, мы просто не знаем, что с ним происходит. Нам не говорят, если что. Все эти люди воровали, они все отправились в отставку. Это первая большая история. Воровать не надо, воровать плохо. Вторая большая история, они все не очень лояльные, давайте скажем так. Опять возвращаемся к паранойи Си Цзиньпина. Си Цзиньпин, здесь две большие истории, которые противоречат друг другу. Си Цзиньпин им сказал, готовимся к осаде Тайваня. И они сказали нет. И это очень плохо, потому что непонятно почему. Си Цзиньпин же вам сказал готовиться к осаде Тайваня, а вы нелояльные и не исполняете. Поэтому вас можно отправить за решетку. Либо сами генералы пришли к Си Цзиньпину и сказали, мы хотим осады Тайваня. А Си Цзиньпин сказал, я такого не давал распоряжения, и это противоречит моему политическому курсу. И армия не должна определять политический курс Китая. И тоже посадил их в тюрьму. Мы не знаем, как на самом деле. Вот это две большие истории. Это армия хочет воевать или это Си хочет воевать. В любом случае, этих людей лучше отправить в тюрьму и поставить своих новых красивых генералов, которые будут обязаны продвижением по службе лично тебе. Придет 27-й год, и вот как ты скажешь, так и будет. Если совсем грубо. Скажешь, идите, пойдут. Не скажешь, не пойдут. Но они будут лояльны именно тебе. Вот такая, наверное, большая история. Знаешь, я выскажу вот такую мысль, когда я в свое время, опять же, знаешь, такая вот не такуся лезет изучать Восток, даосизм, вот туда куда-то, это часто интересы западает. Вот когда я, как он, Джуанзы читал, и других философов древнекитайских, я сформировал, что у китайцев своя концепция времени, в принципе, и то, что русский человек постоянно пытается то Киев за 3 дня, ну, понятно, не русский, такой вот российское государство, Киев за 3 дня, Байкало-Амурская магистраль к съезду партии, не знаю, пятилетка за 3 года, вот это какой-то режим спринтера постоянный, а Китай, он никуда не торопится, у него совершенно другая концепция времени, такие марафонцы. И вот разве Китай может сесть в ту же лужу, напав на Тайвань, когда сейчас, в принципе, кажется, что к этому нет предпосылок, что это само легко упадет, да, то есть, что как бы для этого нужны будут усилия, возможно, это все закончится очередной такой катастрофой надолго, разве нет? Ну, с концепцией времени я вообще не согласен. Если вообще, если вам, вы знаете, это такая частая профдеформация китаистов, японистов, кореистов. Ты отращиваешь бороду, если ты женщина, ты надеваешь юбку в пол. В какой-то... Это действительно очень опасно для мозгов, как мне кажется, психологически, просто это опасно. Потому что начинается рассказывать, что Китай, Япония, Корея – это вот какие-то невероятно не такие страны, действительно не такуси. Они вот все читают Джуанцзы, они все читают Конфуция. Никто не читает Конфуция. Я читаю Конфуция, ни один китаец Конфуция не читает. Вот я знаю Конфуция. Давайте мы вынесем это в заголовок. Алексей Чагадаев знает Конфуция лучше, чем среднестатистический китаец. Не потому что я умный, потому что у меня это было в учебном курсе. Ни одному нормальному китайцу здоровому не придет в голову прийти вечером домой и посмотреть почему-то Джуанцзы, а не почитать благословение небожителей. Это Почитать неправильно. Лунь Юй, например.
Вот, да, сидел китаец, и он решил почитать Лунь Юй. У него все было хорошо в жизни, и вместо того, чтобы смотреть сериал, он открыл Лунь Юй и начал его читать. Так не бывает. Проблемы с восприятием времени у всех одинаковые. Это догоняющее развитие. Здесь нет ничего такого. Собственно, Примау сталь выплавляли ровно так же. Во В дворах. России. Во дворах. Это ни к чему хорошему не привело. Вот у нас есть теперь Дональд Трамп, который говорит, вот сейчас Иран мы за несколько дней возьмем. То есть это такая вообще большая проблема, она всем свойственна. Это психологические проблемы людей. Это наши с вами стереотипы и заблуждения, нам с ними нужно бороться и бить себя по рукам. И как только вы видите китаиста, япониста, кореиста, вот увешанного красивыми камнями, с цепочками, которые вам рассказывают про книгу «Перемены» о том, что вот у них какая-то невероятная мудрость, вот вы себе по лицу ударьте очень сильно и спросите, а я давно Библию читал? Я вот такой весь русский, православный, замечательный, утром читаю Библию, потом по домострою живу. Наверное, нет. Вот и там тоже нет. Это первая большая история. Вторая история с Тайванем вообще очень странная. То есть, давайте мы скажем честно, никто Си Цзиньпина за язык не тянул. Вот жил Ху Цзиньтао, жил Дзян Цзимин, пришел к власти и сказал, ну, будем хорошо жить, будем развивать экономику, все у нас будет хорошо. В какой-то момент пришел Си Цзиньпин и сказал, нам нужно вернуть Тайвань. Нет, такой истории на повестке дня не было. Опять, ты китаец, ты очень вкусно кушаешь, у тебя появились деньги впервые за последние очень много лет. Давайте скажем, коммунистическая партия вывела из бедности вот ровно те же миллиард человек, которые были в Китае. Это абсолютная правда. У тебя появились Которые она деньги, туда и чтобы... завела. Ну нет, имперский Китай был плохим местом, мы бы не хотели там жить. И при Сунь Цене и при Чан Кайши это были не очень приятные страны, мы бы там тоже жить не хотели. Было Ну, плохо. такого массового голода, как при молодых коммунистах, мне казалось, что не было такого страшного мора, поскольку для меня вообще это загадка, как можно сгноить с голода столько миллионов человек и вот у власти удержаться. Но я понимаю, что это отдельный большой разговор. Нет, все было очень плохо и тогда, и у меня опять моя историческая, магистерская про Шанхай 20-х годов. Собственно, почему так коммунистам все пошли резко в 27 году? Просто потому, что, ну, у меня про женщин. Просто потому, что на женщин никто не обращал внимания, и коммунисты были первые, кто пришли к женщинам и сказали, вы тут как-то плохо живете. А в целом, ну, если ты девочка 9 лет из провинции Хубэй, тебя отлично продавали на шанхайскую фабрику шелкопредельную, ты там к 10 годам ошпаривала руки, тебя насиловали, и потом ты умирала с голода к 11 годам. Но новые девочки приезжали из другой провинции. Все было плохо. Все было плохо. Поэтому, опять возвращаемся в 12 год. Ты китаец, у которого появился мобильный телефон, машина, квартира, возможность путешествовать, какие-то деньги, какие-то сбережения. И вот тебе, и опять мы возвращаемся к лингвистическому конструированию, самой модной концепции сейчас американской. У Коммунистической партии Китая, почему она так устойчива? Почему она все еще там? Потому что она сама себя перепридумывает и придумывает себе новые, ну, не девизы правления, но новую цель. В целом под коммунизм можно примерно запихать все, что угодно. Давайте вот мы подумаем с вами, завтра Си Цзиньпин решит узаконить права ЛГБТ людей. Коммунизм ничего плохого про ЛГБТ не говорит. Он говорит, мы все равны. И завтра Си Цзиньпин Солидарность выйдет и скажет, трудящихся геев. солидарность трудящихся, они с нами трудятся, на один завод ходят. Давайте мы дадим им такие же права и узаконим гей-браки. Давайте. То есть в целом при желании из вот той коммунистической мешанины, которая существует там в головах, можно придумать все, что угодно. Но придумали великое как же это по-русски, великое Воссоединение. восстановление китайской нации. То есть у нас было столетие унижений, нас унижали все. Вот столетие унижений подошло к концу, мы теперь должны воскреснуть, как Феникс. И в рамках этой концепции мы должны добиться хороших экономических результатов, невероятных экономических показателей и вернуть Тайвань. Опять, давайте скажем, никто Си Цзиньпин за язык не тянул. Не сказал бы, все было бы хорошо. До этого действовало рамочное соглашение между Тайванем и КНР, там все было бы нормально. Правда, все бы скупили и так. Вот мы оказались там, где мы оказались, и действительно сейчас мы больше сходим в сторону психологического такого анализа. Здесь нужно просто быть Владимиром Соловьем. Его же так зовут, Владимир, да? Да, да, да. Валерий. Валерий Валерий, Дмитриевич. да, всё, Валерий. да. Да, то есть я всем советую говорить раз в месяц, что Китай вторгнется на территорию Тайваня. Он когда-то вторгнется.
когда мы не знаем. Но когда он вторгнется, все откроют ваш анализ и скажут, ну вот, он же предсказывал вторжение Китайской Народной Республики на Тайвань. И вы станете великим экспертом. Поэтому конфликт здесь невозможно сказать неизбежен, но к нему готовятся. Поэтому давайте посмотрим. Ну да, если посмотреть на другого, по-моему, китаиста, если я не ошибаюсь, Владимира Вольфовича Жириновского, который давал по 18 тысяч прогнозов в день, то в целом можно после смерти стать великим провидцем. Мне кажется, Но что... неправда, я перебью. Владимир Да? Вольфович как раз тюрколог, он вот в ту сторону, А, он арабист, да, то есть он к нам не имеет никакого отношения. И я, как человек, который не разбирается, не знаю, он по-турецки, мне кажется, говорил. по-моему, да. Я вот как Он человек, который не больше по разбирается Турции в этом, специалист. да, вот я как человек не разбираюсь в этом регионе, я с удовольствием слушаю все его прогнозы, смотрю все рилзы, везде ставлю лайки, мне очень нравится. Но я ничего не понимаю, я себе прощаю это удовольствие. В общем, мы наконец-то дошли до совсем... Вот обложка сформировалась. Алексей Чугадаев смотрит Жириновского и читает Конфуция. Вот. А, собственно, спасибо тебе большое, что пришел, с нами пообщался. Украли у тебя 1,5 часа времени жизни, но нам было очень интересно и приятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.